Этот ребенок, который, в принципе, ни кандидатом не был, ни в команде никого, даже ни агитатором обыкновенным ни у кого не был, который, да, выступила на площади, да, она сказала, вот, она сказала о том, что хочет жить, что молодежь хочет жить в стране, где нет диктатуры. Ну, может быть, это они расценивают как призыв. У нас же все в стране переворачивается с одного на другое. Былы вайсковец Уладзімір Палажанка на плошчу не хадзіў, хаця і хацеў. Пасля аперацыяў на сэрцы яму нават у метро не хапае паветра. Вечар 19 снежня ён правёў у інтэрнэце, дзе уважліва сачыў за падзеямі. Кажа, што дачцэ дазваніцца было цяжка, але неўзабаве пасля паўночы Наста Палажанка ўжо была дома. Бацька супакоіўся, але ненадоўга. Я был спокоен, прекрасно, все хорошо. Я лег спать и не подозревал. И когда меня разбудили и сказали, что там гэбисты ломятся в двери, они действительно тут ломились и кричали, что вот, открывайте, то сейчас выломаем дверь. Они реально, что называется, грукали у двери. Я им правда говорил, что, ребята, не стучите, молчите головой, она тогда проще, быстрее сломается. Вот. Ну, Настя в это время здесь бегала, звонила туда-сюда. А я с ними, честно говоря, перегавкивался только ради того, чтобы дать ей возможность пообщаться. Вот, пока она пообщалась по телефону, я не знаю, с кем она говорила, но она, видно, консультировалась, что к чему, почему и прочее остальное. Потом она сказала, ну все, вот. Говорит, все, папа, успокойся. Вот. Ребята говорят, подождите, я сейчас оденусь, вот и все. Ну, и они тоже успокоились. Настенька оделась, я ей быстренько собрал какие-то продукты. Вот. Ну, продукты не разрешили взять. Она вышла, ей сказали, посмотрели этот пакетик, вот, заставили вернуть обратно и увели. Мы когда со следователем... Настасья Палажанка – адзіная жанчына, якая утрымліваецца ў турме па справе 19 снежня. Яшчэ двум фігуранткам крымінальнай справы, Наталлі Радзінай ды Ірыне Халіп, меру стрымання ў канцы студзеня змянілі адпаведна на падпіску аб нявыездзе ды хатні арышт. Спробы бацькі ды адваката судовай скаргай вярнуць Насту Палажанку дадому хаця б на нейкі час поспеху не мелі. На момант падрыхтоўкі гэтага сюжэту 20-гадовая Наста па-ранейшаму заставалася ў турме КДБ. Ну, это говорит о чем? Ну, потому что боятся они. Они действительно ее боятся. Вот. Это я не говорю конкретно там о следователях. Вот. Нет, я говорю в целом о системе. У 2007 годзе Наста была умоўна асуджаная па артыкуле 193 крымінальнага кодексу «Дзейнасць ад імя незарэгістраванай арганізацыі». Фактычна сінхронна з гэтым Уладзімір Палажанка страціў працу намесніка дырэктара аднаго з буйных дзяржпрадпрыемстваў. Цяпер працуе ў менеджменце прыватнай будаўнічай кампаніі. Старэйшы брат Насты Сяргей, праграміст, таксама зазнаў пераслед з-за грамадска-палітычнай дзейнасці малодшай сястры. Двойчы звальнялі з працы, у выніку цяпер он працуе дома. То есть это может, по идее, оказать какое-то влияние со стороны Евросоюза, и они могут что-то изменить и выпустить, там, может, как-то все-таки дело дойдет до суда, и там суд как-то завершится тем, что ее оправдают. Там. Вот, поэтому тут трудно что-то предполагать. Но наиболее вероятный сценарий, наверное, то, что все-таки будем ожидать суда и ожидать то, чем он закончится. Уладзімір Палажанка расказвае, што выхоўваў дачку пераважна сам. Насцінай маці не стала ў 2002 годзе. Праз 5 гадоў пасля гэтага пад ціскам дырэктаркі Наста Палажанка мусіла памяняць школу, хаця да канца 11 класы заставалася ўсяго паўгады. Новую школу шукалі доўга. Ніхто не хацеў звязвацца з палітыкай. То есть речь шла о том, что если бы была судимость, скажем так, ну, за хулиганство, за грабеж там, или еще что-нибудь, вот, директора говорили, отдельные директора, да, у меня есть судимые за хулиганство, есть и за грабеж, есть и прочее, ну, что поделать, что дети оступаются, там, вот, это все бывает. Но там, где политика, там вообще даже никто не хотел слушать. Это вот хорошо, спасибо, что в 37-й школе Центрального района нам директор, ну, так открыто поговорили, мужчина-директор, вот, поговорили, сказали, он говорит, ну что, ну детенку все равно надо заканчивать. Школу получить аттестат, ну хай уже будет. Вот, принял. Вот. Пасля школы Наста паступіла ў ЕГУ, а той дырэктар, які дапамог ёй атрымаць сярэднюю адукацыю, трапіў у фільм БТ «Малады фронт. Кіднэпінг».
Но его речь смонтировали и нарезали таким образом, что он вроде бы как осуждал. Вот просто набор слов. Я видел этот фильм не раз и общался же с директором. Вот. Я знаю, о чем он говорил и как это было подано. Наверное, ей были более интересные взаимоотношения и другие мероприятия, которые проводились, наверное, ее единомышленниками из Молодого фронта, ее бойфрендом Дашкевичем. Наверное, там ее было больше интерес, возможно, и интимный какой-то интерес с Дашкевичем, их взаимоотношений привлекал ее больше туда. Спадар Уладзімір кажа, што беларускае тэлебачанне часам глядзіць, каб падняць сабе настрой. Маўляў, смешна. Што ж да справы аб масавых беспарадках, якія нібыта здарыліся 19 снежня ў Менску, той старэйшы брат і бацька намесніцы старшыні Маладога фронту лічаць, што доказаў следства супраць насты не мае. Спадар Уладзімір узгадвае падрабязнасці в обшуку ў кватэры. Фактически забрали автограф, лист формата А4 с подписью Нила Гилевича. Я говорю, ну а это зачем? Вот. Они, ну, пусть будет. Размова з бацькам Насты Палажанкі вяртаецца да падзеяў 19 снежня. Вось што расказвае спадар Уладзімір, былы вайсковец, які выйшаў у адстаўку ў 1989 годзе у званні капітана памежных войскаў. Это успешно проведенная, я бы сказал, войсковая операция. Это не милицейская операция. Это действительно войсковая операция. Вот. Дело в том, что я учился в Москве, в Высшем военно-пограничном училище. И в это время проводили Олимпиаду в 80-м году. Вот. И поскольку все-таки пограничные войска – это резерв Комитета госбезопасности, вот, то есть, ну как резерв, пограничные войска всегда при КГБ. Вот. То мы, в принципе, на занятиях в 80-м году специально отрабатывали тактику разгона демонстрантов. Построение, рассечение толпы, вот, деление ее на квадраты, оттеснение этих мелких квадратов в стороны. Поэтому, видя, как действовал спецназ, я скажу, да, они работали профессионально. Они работали профессионально, вопросов нет. На следующие дни все вот еще было море информации, было четко видно, насколько грамотно подразделения занимали свои места. Самое главное то, что вот они ориентировались на площади, очень четко ориентировались. Ну, наводит на мысль, во всяком случае, о какой-то подготовленности. Или о прекраснейшей системе управления посредством связи. Вот. Или просто это уже были отработанные действия. Хотя бы, я говорю, хотя бы на уровне командиров, которые знали, где какое подразделение должно стоять. Поэтому командир этого подразделения, он просто четко выводил на позиции. Вот. Ну а то, что дальше уже пошли молотить всех подряд руками, ногами, щитами и дубинками и прочее остальное, ну это уже комментарий не дается, потому что это явно, просто-напросто мне такое, тогда сложилось такое впечатление, что Лукашенко решил отблагодарить своих силовиков тем, что выпустил их на народ. Хоть я и говорю, что это, может быть, и звучит несколько некорректно, но такое впечатление. Иначе, ну как объяснить, зачем было избивать людей? 31 студзеня Еўразвяз прыняў рэзалюцыю па Беларусі, абмежаваўшыся толькі візавымі санкцыямі ў дачыненні да беларускіх чыноўнікаў. Злучаныя Штаты да забаронаў на ўезд дадалі і эканамічныя абмежаванні супраць двух беларускіх прадпрыемстваў. И, честно говоря, когда я узнал о позиции США, да, я, ну, не скажу, что я возгордился этой страной, но я воспринял, скажем так, как жест доброй воли, что да, действительно, вот здесь какая-то помощь будет. Да не какая-то помощь, а помощь будет. Так, я уже сказал, что я весь вечер сидел, ждал резолюцию ЕС, но не дождался, пошел спать. Вот. А утром потом встал, открыл интернет, почитал. И когда я увидел, что ввели только политические санкции, я был несколько разочарован. Вот. Я был несколько разочарован. Сегодня мы знаем, да, уже в прессе потихоньку начинает появляться, что страны Балтии, они в принципе выступили против экономических санкций, там где-то увели в сторону. Но то, что Европа так могла поступить, это да, можно было предполагать, но единственное, что не хотелось бы. Другое дело, что
сейчас, когда я встречался с дипломатами, вот, то мне сказали, что, ну, я так высказал свое в некоторой степени неудовольствие, мое личное, да, вот, то сказали, что это еще один, просто дается режиму шанс, вот, то есть сразу был дан шанс выпустить, прежде чем применить санкции, вот. Теперь санкции приняты вроде бы как только политические со стороны Европы. Это опять идет предупреждение. Вот. И если уже к этому предупреждению не прислушаются, то тогда, скажем так, будут и Европа приняты. Вот. Уладзімір Палажанка лічыць, што знутры паўплываць на сітуацыю з палітычнымі вязнямі ў Беларусі вельмі цяжка. Сістэма беларускага грамадства пабудаваная на страху і залежнасці. Спадзеў у бацькі застаецца фактычна толькі на знешнюю салідарнасць і санкцыі, без якіх, лічыць Уладзімір Михайлович, беларускіх палітвязняў, у тым ліку ягоную дачку, наўрад ці выпусцяць. Но в любом случае я верю в то, что без, скажем так, санкций со стороны Европы и вообще всего демократического мира, вот, Александр Григорьевич, вот, никого не выпустит.